вечер, уважаемые коллеги. Я сегодня попросил возможности пообщаться с вами, потому что у нас в гостях большая делегация из Общественной палаты республики. Да? Такое необычное у нас мероприятие. Я понимаю, что существует рабочая повестка Общественного совета нашего, постоянного представительства. Я думаю, что она потом уже в конце будет рассмотрена в обычном рабочем порядке. Но хотел бы использовать возможность встретиться с представителями нашей Общественной палаты республики. Ну, во-первых, чтобы вы познакомились с этим собой. Во-вторых, как-то обменяться мнениями, каким образом еще можно было бы улучшить работу общественности, активистов, общественных структур, немного рассказать Общественной палате о том, как работает общественный совет, как это делает Александр Константинович. Вы что-то хотите сказать? Значит, я хотел бы в двух словах поговорить следующее. Там кто-то хочет подсоединиться, да? Мы вот за последний год, ну вот уже скоро год будет, да, как у нас сформирован новый состав Общественного совета, и мы его сформировали на принципах привлечения как можно большего количества представителей общественности, которые работают и в Москве, и вот в Санкт-Петербурге, и в других регионах страны, где есть такое желание. Значит, добрый вечер, Санкт-Петербург. Добрый вечер, Значит, и у нас получилась такая конструкция, что каждая общественная организация, которые не обязательно юридически зарегистрированы, клубы различные существуют, другие общественные объединения, но которые желают принимать активное участие в общественной жизни, мы предложили им направить по одному человеку в состав Общественного совета. И эта практика, в принципе, себя оправдала, на мой взгляд, потому что Общественный совет расширился, он стал более активно работать. У меня, например, нет сегодня проблемы, как руководителя госоргана, периодически спрашивать у наших сотрудников, а что нам делает Общественный совет. Как раз картина ровно наоборот сложилась, но Общественный совет периодически заставляет меня вернуться к общественной повестке и как бы окунуться вновь в те вопросы, которым общественность нас живет. Второе новшество это было по инициативе наших питерских земляков, тоже как-то участвовать в этом нашем общественном совете, и мы предложили им создать филиал у себя в Санкт-Петербурге. И вот Сергей Петрович Сидоров, вы знаете, его возглавил, стал членом общественного совета. Вот так вот мы периодически, пользуясь новыми технологиями общения, работали. И на самом деле это привело к тому, что общественность Санкт-Петербурга, вообще его северо-западном округе, серьезно активизировалась. Мы видим это, много, значительно больше проходит общественных мероприятий. Такая работа сейчас проводится в Южном федеральном округе, значит, в Кавказском, значит, в Поволжье. И я думаю, что вот в ближайшее время мы тоже там увидим, что там будут созданы подобного рода филиалы, которые тоже вольются в работу нашего общественного совета и постоянного представительства. Зачем мы это проводим? На мой взгляд, это очень важно для того, чтобы у каждого человека, желающего сохранить какие-то отношения с Родиной, была такая возможность. Вот я думаю, что в той полемике, которая сегодня, она постоянно в последние годы периодически возникается, о том, что люди уезжают из Дальнего Востока, в том числе из республики. Значит, наша
Это свободная воля изъявления людей, и к этому надо относиться с пониманием, и надо это поддерживать. Но при этом, конечно, важно понимать, что это люди, родившиеся у нас, или связавшие многие годы своей жизни с родиной и культурой. И, конечно, у них остаются эмоции, у них остается желание поддерживать эти отношения. И поэтому, наверное, надо не считать, сколько уехало и сколько приехало, а, наверное, надо создать обстановку в обществе, когда человек остается патриотом своей малой родины, вне зависимости от того, где он находится. Далеко, близко от Якутии, но он должен иметь возможность, в том числе через общественные структуры, поддерживать эту связь, стараться помогать, соучаствовать, быть сопричастным к тем делам, которые происходят в республике. И таким образом мы население республики можем даже значительно увеличить, потому что неважно на сегодняшний день, при сегодняшней глобализации, где находится человек, важно, о чем он думает. И вот мне кажется, что вот такого рода, вот такая организация общественной инфраструктуры, она позволяет каждому якутянину, каждому человеку, который любит нашу землю, чувствовать себя сопричастным и чувствовать себя нужным нашей республике. И это заметно увеличивает его активность, его такое привносит некоторый образом смысл в его патриотический. Вот такая работа идет, я думаю, что она идет в правильном направлении, и подробнее Александр Антонович потом расскажет. Я еще хотел бы вам вот что сказать. Я хочу поблагодарить руководство Общественной палаты республики, которое вышло с инициативой о участии в пленарном, таком итоговом пленарном заседании Общественной палаты страны в декабре этого года со своей собственной повесткой, со своим вопросом об итогах года консолидации, который заканчивается у нас на родине, который был объявлен Алексеем Сергеевичем в конце прошлого года. Это было достаточно много, для многих было неожиданностью, объявление 2019 года консолидации, но сегодня абсолютно понятно, что глава республики абсолютно точно определил повестку, такую очень необходимую, очень актуальную повестку для общественности нашей республики. И, в общем, это актуально сегодня становится для всей страны. Сегодня появляется понимание, что те большие, грандиозные задачи, национальные цели, которые сформулированы в 204 указом президента в мае прошлого года, 2018 года, о национальных целях, национальных проектах, невозможно эти цели добиться и достигнуть, не обеспечив мобилизацию всех граждан страны вокруг этих целей. Это такая, если говорить военной терминологии, невозможно добиться победы, если нет мобилизованы свои ресурсы для. Если мы не будем, если общественность не будет мобилизована на выполнение этих задач, то они весьма трудно достижимы, потому что не все решают деньги, не все решают умные проекты, а такие великие цели добиваются прежде всего через участие активное, понятное, осмысленное участие граждан в такого рода процесса. И именно поэтому опыт организации и проведения года консолидации у нас в республике, я считаю, крайне интересным для всей общественности страны. И это наше предложение поддержало руководство Общественной палаты России. Мы встречались, и именно в этом ключе я докладывал нашу инициативу. Она поддержана и Сергеевичем в декабре в рамках проведения Дней дальнего востока в Москве на пленарном заседании Общественной палаты страны будет докладывать эту тему, рассказывать. И мы хотели бы, чтобы это
был создан примерно год назад, чуть меньше, и создан он был по такой синтетической модели. То есть действительно в общественный совет были приглашены люди, которые работают в очень разных областях. Он получился очень разнообразным и по опыту членов совета, и по их возрасту и так далее. Но в итоге у нас получился какой-то очень достаточно слаженный коллектив. То есть у нас есть и ветераны в разных отраслях, и люди, и профессионалы, которые работают сейчас активно. И в итоге мы все как-то вот закрываем основные потребности, которых от нас ждет республика, постоянное представительство и другие государственные органы. То есть мы, ну, существует, безусловно, вы хорошо это знаете, некое очерченное законодательством рамка полномочий общественного совета как органа, который занимается сотрудничеством и в какой-то степени общественным контролем за деятельностью государственного учреждения, государственного органа. И мы, безусловно, принимаем участие в этой работе. Мы рассматривали документы, которые связаны и с антикоррупционной деятельностью постоянного представительства, и с вопросами приема граждан, рассмотрения обращений граждан и так далее. Но, кроме того, мы и по собственной инициативе, по взаимному согласию с руководством Моссредства, иногда выступаем своего рода общественными посланниками республики, в том числе в связях с государственными органами. Вот, допустим, не так давно мы были с делегацией в Тверской области, где есть немало мест памяти наших земляков, которые там погибли во время Великой Отечественной войны. Мы были в Зубцовском районе, в Ржевском районе, где похоронены наши земляки, которые там воевали. Встречались с представителями администрации района, говорили с ними о том, каким образом мы можем продолжать поддерживать и развивать вот эти места памяти. Встречаемся и с представителями различных подмосковных муниципалитетов и московских органов власти. Нас регулярно приглашают в московский департамент по делам национальностей. Мы участвуем и в тех советах, на которые приглашают землячество, другие органы различных регионов России. Вот последние мероприятия, в которых члены общественного совета принимали участие, достаточно крупные. Это, безусловно, во-первых, наш СЭХ, который был в этом году в Москве, парк Коломенская, и прошел, на мой взгляд, в общем, не только на мой взгляд, а взгляд многих, кто там был и кто наблюдал, с большим успехом. Ну, в первую очередь, естественно, это заслуга сотрудников постоянного представительства, но многие члены общественного совета тоже с большим энтузиазмом принимали участие и совместными усилиями, как нам кажется, нам как-то удалось обновить формат этого праздника. Не так давно в новом замечательном московском парке Зарядье, который в самом центре находится, в Кремле, проходил фестиваль Российского географического общества. И там республика была представлена, по-моему, единственным регионом из Дальневосточного федерального округа. Там стояла Якутская роса, и все эти дни сотрудники Моссредства и некоторые члены общественного совета там присутствовали. Мы помогали коллегам просто как-то вот, отвечать на вопросы, потому что был очень большой поток людей, москвичей, людей столицы, которые интересовались культурой республики, и там были и такие небольшие импровизированные презентации курсы якутского языка и игра на хамусе и так далее, и так далее. Вот, то есть это было потом туда, в эту расу посетили Сергей Куприч, Шойгу и Валентина Ивановна Матвиенко, так что мы смогли помочь представить республику и широким массам на достаточно высоком уровне.
Вот как ведется работа, у нас у всех еще много планов, так что мы будем готовы поделиться каким-то своим, то есть еще не очень большим опытом с вами, и будем рады, если вы поделитесь с нами